Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас разговор пойдет о зрении. Мы находимся сейчас в одном из 6 филиалов магазинов «Очки да линзы». Как видите, здесь очень много оптики, много оправ. Ну и, конечно же, тему подбора очков мы сегодня разберем. Самое главное, что нужно сделать, прежде чем подбирать очки, это нужно проверить свое зрение. Именно с этого мы и начнем наш выпуск. Испытано на себе. Друзья, здесь прямо в салоне оптики есть вот такой вот аппарат офтальмологический, да, если я не ошибаюсь. Да, он называется авторефрактометр. Вот. И Слава, оптометрист, сейчас мне проверит зрение. А глаз закрывать? Нет, оба глаза открыты. Оба открыты. А как происходит процесс? Я вижу там какую-то дорожку и домик в конце, да? Да, абсолютно верно. У каждого аппарата разная картинка. Голову можно убрать, и теперь на стульчике максимально назад отодвиньтесь. А буквы Предварительно читать? у вас зрение нулевое, 100%, но мы перепроверим. То есть не надо никакие буквы читать, символы? Почитаем. Почитаем. Просто очень интересно. Первый раз так проверяю зрение. Это называется у нас пробная оправа, заслонка. И сейчас мы будем проверять уже буквы по таблице Сивцева. Нижний ряд прочтите. М, Н, Б, К, И, М, Н. Здесь какой ряд хорошо видно? Так, вот нижний попробую. Н, М, И, Н, И или К, Б. Хорошо. Так, и теперь аналогично левым глазом. Н, М, И, М, Н, К, Б. Отлично. Монокулярно, нижние четко видны. Так, сейчас опять читаю. Да, можете прочесть. Н, М, И, М, Н, К, Б. Ну, такое вот ощущение, что вот мне казалось, что вот это Н, которая третья справа, правым глазом, как будто И. буква. Да, здесь еще такой нюанс есть. С лазерной коррекцией делали зрение? Нет. Травмы головы? Нет. Ну, в Хорошо. детстве, может быть. Есть небольшой астигматизм правого глаза. Астигматизм это не патология, не заболевание, это просто форма глаза ваша такая. Поэтому луч световой идет не прямо на сетчатку, на глазное дно, а немножко в другую сторону. Поэтому буквы могут отличаться. Но монокулярно у вас 100% зрение. Это называется дуохромный тест, позволяет выявить правильность подобранной коррекции. Если доминирует для дали красный цвет, либо одинаково ярко, то зрение 100% идет. Ну, у вас, думаю, доминируют все оба цвета. Ну да, такие два ярких. Можем проверить тест на астигматизм. Это называется точечный тест. Все формы точек какой формы? Круглые? Все точки круглые. Они насыщенного черного цвета? Насыщенный черный цвет на белом фоне. И это у нас тест лучистая фигура называется. Пожалуйста, подскажите, все ли палочки одного цвета? Так, все палочки одного цвета, черного. Хорошо. Более насыщенных черных цветов нет. Кстати, интересно, сейчас подождите. Вот как будто 10-й, 10:30, 9:30, 4, 4:30 и 3:30. Хорошо. Значит, у вас физиологический астигматизм прямого типа идет. Так, можно, так они все одинаковые, да? Ну, по идее, да. Интересно. Так, проверим теперь для близи. Возраст какой у вас? 44. Хорошо. Так, правым глазом номер 3 текст. Правым глазом. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом. Двоечку видно. В середине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это было в самом деле большой тюльпан. Хорошо. Теперь то же самое левым глазом. Так, третье. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом. А вот тут интересно, что как будто более размыто, чем правым. В середине Так, цветка. теперь двумя глазами.
А, это вот хорошо. Единичку. Единичку. Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились Отлично. крошечные пастухи. 100% зрение. То есть у вас правый глаз вдаль немножко видит плохо за счет астигматизма, а вблизи видит лучше. Соответственно, тот, что видит вдаль хорошо, это левый глаз, он вблизи немножко видит размыто. Это И всё получается, а физиология. когда два глаза смотрю, они с друг друга Да, дополняют. да, доминантный глаз. Да, интересно. Зрение у вас 100% на все зоны. И То вблизи, есть и вдаль. очки, в принципе... Да, но можете для профилактики носить уже защитные очки, защиты от синего спектра. То есть это защитный от гаджета называется. А, хорошо. Спасибо большое. Не за Спасибо. что. Так, ну, друзья, как видите, у меня стопроцентное зрение. Славе большое спасибо. Вот, но мы подготовились, и так как ну, я подозревал, что зрение у меня хорошее, поэтому мы пригласили моего хорошего знакомого. Его зовут Спиридон. Спиридон, привет. Здравствуйте. Ну, Спиридон, давай познакомимся с нашими зрителями. Сколько тебе лет? И... Ну, лет мне получается 16. Плохое зрение у меня с рождения, сложный астигматизм. В детстве носил очки, сейчас почему-то решил не носить. Ну, ближе 14 лет почему-то тоже решил не носить. Ну, все вроде. Мгм. И то есть у тебя проблема подобрать очки, соответственно, для того, чтобы уже их использовать. То есть ты до этого не носил, ты когда-то носил очки, а потом перестал, да, носить? Да. Ага. С чем было связано? Скорее просто стыд какой-нибудь. В школе, да, как бы типа в очках? такого, да. Ясно. Линзы не носил, да? Линзы нет, не носил. Ага. Хорошо. Ну, я думаю, сейчас здесь, в салоне оптики очки до линзы тебе помогут. Да, я тоже так думаю. Так, ну, друзья, Спиридон готов к подбору оправ, но прежде чем мы приступим, давайте познакомимся. Это Михаил, менеджер салона оптики очки до линзы. Добрый день. Приветствую. Ага. Михаил, расскажите, какие бывают оправы и в целом какие вот у них спецификации и отличия? Мгм. Ну, по первичной это у нас по материалу отличается. Это пластиковая оправа, также металлические оправы. Пластиковые оправы стандартно выбирают в зимнее время, потому что они меньше морозят. Это у нас так устроено, потому что крайний север, собственно. А металлические, по идее, все сезонные. Это кому как. Но по большей части их берут с весны по лето. Ага. По дизайну своей и по весу, собственно говоря, металлические они намного легче, чем пластиковые, потому что визуально можно посмотреть. Это такая масса, либо же такой утонченный. Ага. Может хорошо подчеркнуть ваш имидж, собственно говоря. Ну и по размеру, опять же, не отличаются. Есть европейская посадка, есть азиатская посадка. Есть европейская... Я, кстати, об этом подозревал, потому что, допустим, у меня есть проблема, вот особенно, когда такие вот велосипедные очки берешь, да, или Такие лыжные, маленькие. одеваешь, а у тебя вот здесь вот, надеваешь, да, правильно? А у тебя вот здесь вот до переносицы не достает вот эти подушечки. То есть, видимо, под европейские все-таки черты. Да, и называется данная оправа это спортивная, то есть это больше для с маской носить, велосипедная. Да. Ага. Ну и переносится, собственно говоря, у человека должна быть больше для европейской Да, вот у посадки. меня такая проблема есть. Под азиатскую посадку оправы более прямые по передней части, то есть вот они прямо идут. Модельки, если металлические браты оправы, у них имеются носоупоры. Носоупоры крепятся именно на переносице человека, то есть, грубо говоря, так, и подушечкой садится. И должно быть небольшое расстояние от глаза до, собственно говоря, внутренней части линзы. На пластиковых оправах здесь ярко выражена, кстати говоря, европейская, азиатская посадка. У европейской посадки носоупорная часть, она меньше, потому что у нас переносится чуть больше, и сама оправа чуть уже идет. У азиатской же посадки у нас носоупорная часть удлинена. Ага. И сама передняя часть, рамка, она шире идет. Так, будем примерять? Ну, давай, Спиридон, ты готов? Ага. Ходи. Примерно покажу, как правильно подбирать оправу. Вообще, сначала нужно одеть любую оправу, которая понравилась, и там уже, исходя из этого, смотреть. На всех оправах есть такая подсказка на заушниках. Не все знают, но посоветую вам. Пишется размер 57. Это размер линзы отсюда до сюда 57 миллиметров. Оно напрямую влияет на ширину самой оправы. Если мы хотим уже, нужно посмотреть уже 55-52 средний размер. Либо шире, это 57 как раз, либо же 60 размер. Примеришь, посмотрим.
Ага. Это подходящий размер, 57-й. Сейчас дам вам поменьше, посмотрим. Ну, какой-нибудь такой, да? Ага. 56-й. Он будет смотреться уже меньше. Ага, вот обратите внимание, оправа у нас чуть меньше предыдущего, за счет чего у них заушники, вот, дужка, она расширяется, да, и создается давление на шарнирную часть. Ну, потом можно. Ну и в том числе сюда, наверное, человеку некомфортно. Конечно, а потом следы еще такие остаются, полоски. Так, также у нас есть своя линейка оправ. Модель называется фирмы Joe. Аббревиатура такая идет. Данные оправы у нас специально изготовлены под азиатский типаж лица. У них удлиненная носоупорная часть, как я ранее говорил, широкая передняя рамка и облегченный дизайн. То есть есть пластиковые, есть также металлические, но самые премиальные серии у них идут титановые компоновки серии Титаниум. Ого. Титаниум у нас имеет гибкий заушник, то есть они гипоаллергенные. И держит форму, да? То есть Держит форму, ага, с функцией памяти формы. Также облегченный дизайн, то есть серия Титаниум, можете посмотреть, есть в разных формациях. Есть компактные, прозрачные, с классическом формате, в таком формате идут. То есть заушники тоже у них гибкие, можно гнуть, да. Прямо у меня что-то. Да. Обычно покупают же очки и засыпают в них, читают. Да, и у них потом выламываются заушники. Кто читает, перед сном советует такие оправы, меньше ломается. Ага. То есть я правильно понимаю, что это прямо линейка вашего салона оптики? Абсолютно верно. Ага. Это наш бренд. Дизайн и бренд. Да. Можем примерить? Так, давай, подержи. Как будто вот эти лучше смотрятся. Примерить надо. Посмотри-ка в зеркало. Ага. Данная оправа у нас материал сталь, заушники специально гибкие, гипоаллергенный soft touch материал. Тоже продемонстрирую. Такая же моделька есть. Вот. У них также идут заушники гибкие. Ага. Шарнирная часть у них идет усиленная, чтобы не было выламывания, опять же. Ага. Много всего бывает. Так, ну как тебе? Да, плохо. Эти подходят, да? По размеру? Подходит, ага. То есть, если прямо посмотреть, заушники у нас не раздвигаются, они ровно идут перпендикулярно вискам, то есть прямо. Посадка не низкая, то есть молодой человек правильно носит оправу. Обычно молодежь берут, оправу носит вот так. Ну, собственно, не попадает в диоптрии. В данном случае нам очень повезло, молодой человек воспитанный, оправу хорошо носит. Хорошо идет. Да. После подбора оправы тогда что делают дальше? Далее проверка зрения. Но если рецепт у нас имеется в руках, собственно, можем по рецепту клиента. Тем более молодому человеку у нас не исполнилось 18 лет, 16 лет. У нас проверка зрения делается от 18. То есть детям до 18 лет это нужно у детского офтальмолога? Собственно говоря, да. Ну, я так понимаю, что Спиридон принес уже, да, свой рецепт? Ну, рецепт свежий, это 25-го года январь. Предписания все есть, рецептура вся указана, углы градуса. В данном случае у нас астигматика довольно сложной степени, это диоптрии плюс 2 по правому глазу, имеется цилиндр минус 4. То есть в одном глазу у вас 2 диоптрии, как офтальмолог, оптометрист прежде он говорил. Ага, но здесь уже в более такой ужесточенной форме. По левому глазу у нас 0,5 минус, и цилиндр также имеется минус 1. А в целом, если, допустим, я как взрослый, например, пришел, тоже бы нужно было подобрать очки, спокойно мог бы у вас все проблем, конечно, пройти. да. То есть, понятно. Хорошо, давайте дальше. Подберем линзы? Ага. Далее мы подбираем линзы по рецепту. Оправу мы выбрали, она у нас сидит хорошо. Так, прежде чем подобрать линзы, мы поставим межзрачковые отметки. Здесь на рецепте указано 64. Это от зрачка до зрачка 64 миллиметра. Ну, правильнее будет, опять же, поставить отметки, потому что у нас сложная астигматика. Такой рецепт. Сейчас я быстренько поставлю. Отметки ставятся вот на этом стекле, да? Прямо да, потому что мы выбрали данные оправу, и линзы будут установлены именно по этим центрам.
Нам важно, потому что у нас имеется астигматика. Углы оси нужно поддерживать 180 и 0, как прицеп. Спиридон должен, получается, смотреть вперед, да? Или- Смотреть вперед, стандартное расположение тела, не как солдатик, да, вот так вот. Смотрим на этот глаз. Теперь смотрим на этот глаз. Ага, все. Право можете снимать. Так, давайте подберем линзы. Имеется также, обратите внимание, это обязательно, чтобы Так, посмотреть, Спиридон, да, проходите, да? посмотреть, удостовериться, точнее, подходит ли нам оправа такая линейка. Здесь устанавливаются центровые точки, для чего и мы их брали, чтобы по плоскости смотреть, подходят ли они нам. В данном случае у нас полосочка подходит, линза влезает, оправа подходящая. Ага. Вот уже тоже какая-то тонкость, да? Тонкость. Да, везде физика. Так. Михаил, вот сейчас происходит как бы заказ, да, уже по линзам. Линзы, они разных производителей, поставщиков, вот как-то Абсолютно отличаются верно. друг от друга. Да, конечно же. Отличаются они по материалу, по покрытию. Покрытие — это у нас защитный слой, который устанавливается на линзы. Вариаций много. То есть каждый производитель стремится, конечно же, к лучшему. Все стремятся делать более прочные линзы, менее подверженные к царапинам, олеофобное покрытие. Пылеотталкивание тоже немаловажная часть, стараются все делать. Ну и влагоотталкивание. В нашем случае больше стараются брать с влагоотталкиванием, либо же защитой на синий спектр, это, грубо говоря, компьютерные. Потому что современный мир, он стремится более к цифровому. Все сидим за компом, либо за телефоном. Ага, ну Защита то есть нужна. мне сейчас тоже посоветовали линзы с защитой от синего цвета, Абсолютно получается. верно. Ага. Ага. Так, Ну, нужно будет как-нибудь задуматься. да. А знаете, на чем я себя поймал? Ну, это, наверное, уже как бы, мне уже за 40. Вот я читал какое-то содержание продуктов, ну, вот ингредиентов, да, вот в продукте. И я поймался на том, что я вот так вот смотрю. Автоматически, да. То есть спокойно можно так смотреть, да, но главное, я раньше ближе мог смотреть, а сейчас вот фокус, допустим, сфокусироваться на мелком тексте, вот близко не могу. Ага. То есть... Это начинается пресс-биопия, когда возрастное, грубо говоря. Если у нас было 0, то у нас стремится к плюсу, либо же минус, он стремится к плюсу Ага. по возрасту. Раньше пресс-биопия начиналась у нас от 45 лет и выше. Сейчас эти рамки уже чуть сдвинулись из-за, опять же, цифровизации. В какую сторону? В меньшую сторону. То есть сейчас уже от 35 начинается пресс-биопия, начальная стадия. То Вот есть оно. близь уже, да, сложно читать, нужно отодвинуть чуть дальше. Я тоже столкнулся с данной, читая рецепт лекарства, я не могу посмотреть мелкие детали. Ну, там настолько мелко написано, так вот чисто. Вот он, результат Да. гаджетов, друзья, гаджетов, Результат. смартфонов и то, что мы постоянно сидим буквально, ну, в течение дня, наверное, несколько часов, я думаю. Даже Ну, больше час, скажу. да, некоторые, да. Вот так. Так что побольше, Так, поменьше, имею в виду, 17, смотрите в да. гаджеты и побольше смотрите на окружающий мир. Так, друзья, ну пока Спиридон сейчас с Михаилом заказывает, оформляет линзы, я заметил, что здесь в салоне «Очки до линзы» есть вот такой вот кулер, где можно попить кофе. Я думаю, нельзя не воспользоваться таким моментом. Ну, кстати, бывает такой момент, когда, например, вы приходите с супругой, да, она подбирает себе, делает заказ, а у вас есть возможность посидеть на кресле, немножко отдохнуть и попить вкусный кофе. Так, нажать, налить. Какой горячая вода. Ну, вообще, в целом, мы сейчас находимся в филиале салона оптики по Лермонтова 49. На втором этаже здесь достаточно уютно и, главное, светло. Вот, и большое количество зеркал, где можно
спокойно, в спокойной обстановке подобрать себе оправу и заказать линзы. Испытано на себе. Закончили подбирать линзы. В данном случае мы остановились на линзах фирмы Zoom. Это Московская оптическая лаборатория. Данные линзы предоставляют 3 вида блика, кстати говоря. Этот блик напрямую влияет на степень защиты. Для чего? Кстати, видно, вот Да. как будто желтый, Да. зеленый и синий. Ага. И бежевый. Бежевый. Его берут те, кто работает перед камерой. Потому Потому что серьезно? он меньше бликует. Ага. Синий блик у нас подразумевает защиту на гаджеты, синий спектр излучения, блокировку ультрафиолета и так далее. На постоянную основу ношения, если у нас рецептура, то стараются брать стандартный зеленый блик. Ага. То есть оно блокирует ультрафиолет, не весь спектр, а именно вредный. Ну и плюс просветляет глаза, то есть со стороны, если смотреть, глаза будут четче видны. Ага. Ну и также можно бежевый блик, меньше бликует. Молодой человек просто рассказывает, что он охоту любит. Весной на охоту собирается. Я вот думаю, на постоянку, потому что человек меньше сидит за компьютером, а больше проводит время на природе. Зеленый либо бежевый блик у нас будет самое то. Ну, можно сказать, что зеленый такой более универсальный, да? Да, универсальный, ага. Хорошо. Тогда зеленый поставим. Давай. Грин. Привет. Нормально, тихонько. Yes. Так. Сколько у нас? Раз, два. Три. Так, квитанцию быстренько распечатаем. Это не теряй. Там написано, у тебя в июле повторная проверка. Не пропускай. У тебя рецепт. То есть сейчас уже заказ принят, да? Отправлен. И сколько вот изготавливается линза? Заказ на линзы, в данном случае это у нас от Zoom изготавливается под клиента с нуля. Его отливают. То есть прям индивидуально? Наносится пленка специальная. Технология линз изготовления это freeform, то есть там диоптрии будут уже по всей плоскости не центрованно в одну точку, а именно куда бы он ни посмотрел, будут его диоптрии. Очень хорошие линзы. Заказ весь едет и изготавливается в течение 18 дней. 18 дней. От этой компании. Ну что, друзья, как видите, сейчас, я думаю, для вас это будут какие-то доли секунды, ну а у нас пройдет 18 дней. Да. В общем, смотрим далее. Испытано на себе. Друзья, у вас, наверное, пролетело несколько секунд, ну а для нас это была целая неделя. В течение 7 дней заказ пришел в город Якутск, и сегодня мы находимся уже в мастерской компании «Очки да линзы», где, соответственно, линзы будут подружены с оправой. Ну а поможет нам в этом наш первый герой этой части Игорь Воронин. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Оптик-мастер. Очень приятно. Игорь, расскажите про приборы, которые у вас находятся в мастерской, и какой будет процесс. Ну, смотрите, самый главный и основной прибор – это станок для обточки линз. Это Hewitts, Южная Корея. То есть он обтачивает, этот сканер для сканирования оправ. Потом идет у нас диоптриметр для проверки линз, ручной станок для подточки, доточки линз и фен для разогрева линз. Ну, в принципе, из основного это все. То есть я, кстати, думал, что увижу какой-то такой станок, где вручную вот это все обтачивается. Ну, приложить свои руки. Это А у вас все раньше автоматизировано, было, да, получается? сейчас уже все почти полностью автоматизировано. Ну, итак, ну вот наш заказ, значит, здесь у нас находится сама оправа и находятся линзы, которые, друзья, обратите внимание, линзы приходят вот в таком виде. То есть это такой, как сказать, заготовка, да? И все, Да, все заготовка. По вашему рецепту. Так, давайте приступим тогда. Вставляем оправу в сканер. И сейчас сканер будет сканировать оправу. Там он такой этот. Как это называется? Щуп, да? Щупа. такой?
точность, я думаю, там в микронах, да? Точность, да, считывается? в микробах. Ой, Мы не в биологии, да, не в микронах. то есть это он одну сторону, сейчас другую будет сканировать. Да, тонкая работа. То есть он сейчас по периметру у нас определил конфигурацию, да, оправы. Ну, полностью форму, все размеры. Сейчас он, вот он вывел. Здесь он учитывает все размеры, чтобы было все точно по рецепту. Так, и теперь мы переходим к самим линзам непосредственно. Так. Линзы у нас прогрессивные, да, фирмы Zoom. Здесь нужно еще ввести ваши данные по рецепту. Межцентровое расстояние, высота. То есть это оптиметрист, да, Да. когда проводил исследование, записала рецепт, и сейчас они также вводятся для... Сейчас, получается, мы отсканировали оправу и положили туда одну линзу, да? Да. И сейчас... вот он по центру... То есть он заблокировал ее, и получается у нас Это уже для другого станка. эта липучка, да, для другого станка. Так, таким же образом мы обработали сейчас, метку поставили, да, на второй линзе. Что она дает? Это специальный блок со скотчем, который удерживает линзы для обточки в этом аппарате. И теперь нашу форму отсканированную нужно перенести в аппарат для обточки линз. Вот наша форма появилась. Теперь мы вставляем линзу в данный аппарат. Ну все, и теперь, так как у нас станок автоматизирован, Руслан, я тебе предлагаю нажать кнопку «Пуск». Какая кнопка? Вот она. это. И начнется процесс, да? Да. Итак, поехали. Нажимается, закрывается. Сейчас он отсканирует ее, проверит, все ли верно, и начнется обточка, обработка линзы. Замерил. Там, получается, я вижу, ничего себе, прямо как будто заточка ножа, да, то есть с водой и на шлифовальном диске. Да, воды достаточно много там используется. Там 4 круга стоит, и каждый круг для своих задач. Один там для стекла, ну, все равно же есть заказы со стеклом, там второй для пластика. Я думал, там первый, там, допустим, грубое какое-то. Ну вот, грубая все равно, вот один есть для пластика, ну вот как сейчас, да. Сейчас он остановится, я покажу. А это вот он уже фаску делает. То есть, ну, если посмотреть на линзу, она как вот так будет. Это для закрепления уже в этом, да? Тут же вот фасочка такая. А раньше этот процесс как Вручную. осуществлялся? Вручную? Я вот начинал работу, ну, учился еще на ручном станке. То есть линзы раньше были из стекла, то есть резали их стеклорезом. И потом вручную обтачивали. Там не было права на ошибку вообще, да?
Там ужас. Стрессовая, да, была работа? Ну и стрессово, и все пальцы, там же стеклорезом обрезаешь, ну по форме, вот рисуешь форму оправы, потом режешь стеклорезом, вот так вот вырезы по форме, да, вот так, они же вот по так. прямой, да? И нужно это все кусачками откусить. И тонкие еще ладно, там ну, чуть его придавил, все, оно отошло. А толстые надо прямо отламывать. И бывает, пальцы резал вообще. Ну, я думаю, наши телезрители, кто резал стекла, я думаю, вспоминают какой-то стресс, да, то есть главное, чтобы не треснуло. А представляете, вот Optic Master раньше, да, это ну, до появления вот таких вот автоматизированных станков, вот сколько стресса получали. Так, а наша линза готова. Давайте посмотрим. Ну, не прошло и, по-моему, даже минуты не прошло. Раньше на такую вот линзу сколько уходило времени? Ну, минут 5. А, даже ну, Для обточки, со да. стеклорезом? Да. Да? Минут 5. Все равно немного. Но у нас здесь еще и фаска, да, есть? Да. Ага. Хорошо, ну, соответственно, со второй линзой все происходит идентично. Испытано на себе. Так, ну что, процесс был повторен, и, соответственно, мы видим здесь у нас уже оправа и подогнанные линзы. Все, что осталось сейчас, это, соответственно, линзы вставить в оправу. Да, собрать. Финальная сборка. Что для этого нужно? Нам нужно раскрутить оправу. Это я могу, кстати, сделать, Да. наверное. Так, давайте. Так, я, кстати, не знал, что у оправ есть еще вот такие. Как бы я вот думал, как интересно вставляются. Ну, не у оправы. всех, Не у всех? но у большинства есть, да. А в целом бывает так, что их просто вдавливают. Да. То есть разные Если оправы. пластиковая оправа, то феном разогревается и вставляется. Так. Сразу вспоминается выпуск про часового мастера. Там примерно все такое же. Моторика очень похожа. Так, это магнитная отвертка, да? Или... Нет. Нет. Ага, все, одну снял. Болтик можно там оставить, да? Да, да. Так, и вторая. Все, готово. Так, ну, если уж открутить болтики, как говорится, ломать не строить я смог, да, остальную работу, наверное, предоставлю все-таки профессионалу, да, Игорь, чтобы ничего не случилось с линзами, тем более, что это у нас заказ. Дорогие линзы, да. Да, достаточно, поэтому я вам предоставляю эту возможность, так сказать. Ну и заодно посмотреть, как это делается. То есть оправа, линза вставляется в оправу, здесь пазы есть, которые фиксируют линзу и закручивают. Обратно. То есть мы здесь видим то, что благодаря точности станка, который вот это все обрабатывает, да, то есть там точность очень высокая, все встает на свои места. Да, И, подточка соответственно, не нужна, он, в принципе, максимально точно все обтачивает. Также и вторую сторону. Все, готово. Так, и сейчас, наверное, да, вот финальный перед выдачей довольному клиенту протирается стекла специальный. Вот вообще для... О, даже это спрей, да, даже есть. Какой материал посоветуете для протирки очков? Он должен быть каким-то... Мягкий, микрофибра. Желательно, да? Да. То есть он и следы не оставляет, и вытирать хорошо. Ну и не забываем, друзья, про такие вот чехлы, да, для очков, чтобы Да. ваши очки служили долго и, соответственно, не царапались. Так, ну что, сейчас мы кладем наши готовые уже очки.
аккуратненько закрываем. Вот такой вот чехол специальный для очков. И надо отметить, что все это время за нашими действиями с волнением следил заказчик Спиридон. Спиридон, еще раз привет, да? Увиделись с тобой неделю назад. Ну а теперь можешь получить свой заказ, очки, которые были произведены с помощью компании «Очки до линзы». Так, сейчас будет интересно увидеть, узнать твое мнение. Ну, стал лучше видеть, конечно. Это 100%. Да. Ну, все четче и лучше. Даже красочнее как будто. Здорово. Ну, мы тебе желаем, чтобы очки тебе служили долго, да, и, конечно же, поблагодарим Игоря за очень интересный рассказ. Я вот на самом деле, ну, как бы даже иногда не задумываюсь о некоторых вещах, но, например, как те же линзы поместить в оправу, да, и какие станки используются, мы сегодня это узнали. Ну, а напомню, что это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч, друзья. Пока.